Глава региона на расширенном совещании отмечает важные вопросы, которые касаются сегодня каждого жителя республики. Свое выступление перед собравшимся начинает с социальной сферы. Махмуд Али Калиматов отметил, что за последние несколько лет федеральный центр предоставил республике финансовые средства, которые исчисляются в миллиардах рублей. Только за 3 года в регионе построено 17 детских садов, а до конца года их число возрастет еще на 7. Помощь беспрецедентная. Нам здравоохранение, экология, образование, дошкольное образование, дороги нам дают. Ну, меня спрашивают, когда мы с правительством, слушайте, а вы что делаете? Поэтому дайте мне повод и факт, чтобы я сказал, а мы вот это сделали. А Захрас Бахандасу, да, Дулаш, Чигич, вот чтобы мы вот это делаем, а вы должны вот это сделать. Также большие финансовые вливания и в строительство общеобразовательных учреждений. В регионе построено несколько десятков новых школ, а для ликвидации двусменного режима обучения федеральным центром направлено около 19 миллиардов рублей. Новые школы появляются как в центральных районах республики, так и в отдаленных. Кроме того, только за 2022 год отремонтировано 13 общеобразовательных учреждений. Вот национальный проект у нас на образование выделено 19 миллиардов. Цифры, посмотрите, какие нам дают. Потому что у нас двухсменка еще. У нас около 20 тысяч, наверное, еще двухсменка. Это когда с президентом говорили, он говорит, у вас еще 24 вот, за период там уже построили мы. Нам еще продлили, мы еще будем строить школы, детские сады, потому что нам нужно это делать. Уже построенные детские сады и школы, у нас безработица, особенно женское наше положение, где наши сестры, снохи, мамы, 12 тысяч рабочих мест создано буквально за 2-3 года. В детских садах женщин, в школах женщин. Мы еще сейчас сдавать будем 18, да? 18 школ сдадим в этом году. И 8 детских садов. 8 детских садов. В среднем это около 100 на каждую школу учителя. И в детском саду 40-45. Вот и помножьте. Еще сколько будет у нас рабочих мест. То есть государство, федеральный центр, президент не разделяли, чтобы субъекты внес такое предложение. И указом нацпроекты нам дал. Для чего? Потому что у меня получится поехать в Москву, договориться, Ярославлю, Самаре, Саратову. А здесь не получится, но разные чиновники. А он одинаково всем взял нацпроект, держите их, нацпроекты, и будьте добры, вот вам деньги, вот вам нацпроекты по количеству ваших безработных, детей, школьников, больниц. Он президент, за всех подумал. Великолепный указ о нацпроектах. Школы мы строим. Но некоторые школы, 23 объекта, достраивали. Государство говорит, президент, представитель правительства, ведомства идут нам навстречу. Вот секвестировали все школы на 10%. Удорожание было. Нам дали единственным. И сегодня, да? Сегодня 966 миллионов прошло. Мы можем заплатить людям, строителям. Потому что такого объема школ, учащихся, рождаемость у нас, Алхуастамба, сдолж. У нас потребность такая. И сейчас школу эти строим, и нам дают. И сегодня, вот у нас на этой неделе, 2 раза уже пришло. Мы выходим почти в ноль. Но на зарплату, меры бюджетного принуждения, которые были приняты еще в 2018 году, у нас всегда минус 2 миллиарда. Похитили.
Уголовное дело я не знаю где. Вот. Деньги не вернули, ничего не вернули. 2 миллиарда нет. И мы 3-й год, конец года приходит, мы ищем 2 миллиарда. Ходим по кабинетам, мы не воруем, дайте нам, мы не такие. Веру потеряли тоже они на нас. Но мы доказали. Мы доказали, что мы ни одну копейку выделенных денег, чтобы я знал или правительство знало, не ушло и не уйдет. Поэтому нам дают. И мы развиваем, строим и будем строить. Почти 2 миллиарда рублей республики выделено по нацпроекту «Экология». В рамках этой программы обновляются водоемы, налаживается водоснабжение, улучшается экологическая ситуация в республике. Глава региона отметил, что Ингушетия на грани экологической катастрофы, и все это из-за отсутствия должной очистки канализации и сбросов нечистот в водоемы. Недавно в регионе открыт цех по производству локальных очистных сооружений, который должен улучшить ситуацию. Глава призвал руководителей муниципалитетов наладить диалог с населением и довести до людей, что просто необходимо в каждом дворе устанавливать оборудование для локальной очистки. Живущий здесь, рядом с вами, со всеми, берет все и вкладывает в речку все. И никто, только не я скажу, а контрольно-надзорные органы, я не знаю, где они. В речку нельзя зайти, ни в один пруд нельзя зайти. Потому что мы сами туда, не буду слова говорить такое, загрязняем, среду загрязняем. С других регионов приезжает, делаем субботники экологические. Вдоль пройдите в понедельник с утра вдоль наших рек, Асы и других мест. Все просто. Взял мешок мусорный, ну забери. Нет. И знаете, можно это 100 раз вот говорить, но это должны говорить уважаемые люди в селе, Турх-Вале, имам-Вале, глава сельского поселения. Сейчас, если взять хронометр и невидимкой стать рядом с руководителем администрации сельского поселения, вы знаете, его КПД будет 0. Я не знаю, чем вы занимаетесь-то. Дороги, свет, что? Вот просто начальник. Он начальник просто. Он только думает, где бы вот землю урвать, перепродать ее, или своих родственников устроить куда-то. И еще можно там перечислить, этого много. Поэтому если брать, Росприроднадзор, где? Прокуратура где? Вот мне найдите хоть одного человека, проведите экспертизу, анализы, узнайте, какой завод, какая улица, соберите, есть административный кодекс, дойдите потом до уголовного. Равнодушным нельзя быть. Дома, в основном, зайди, порядок, чистота, во дворе, все, за калитку выжил, нет проблем. А там пусть будет, арьер. Вы знаете, это не частная лавочка. Вы на государственной и муниципальной службе. И надо это понимать. И за это будем спрашивать. И каждая глава района и города. Нам зашел инвестор. Сейчас цех пока очистный. Я уже говорил это. Идите с людьми, говорите. А не для каждого дома. Вот маленький, большой, хоть для завода с этого помещения они могут поставить и соорудить очистные сооружения. Да, за это надо платить. Бюджет-то собирайте свой. Бюджет собирайте свой.
У нас тоже много проблем, столько долгов, но мы его выравниваем. Потому что сколько раз ходить ногами, доказывать, что нам это нужно. Это мы, вот, правительство, вот. Ну, а вы? Ну, вы каждый день с каждым человеком говорите. Вы же там живете. В стороне отсидеться не получится. Не получится у вас. И очистные, все объекты, которые строят, и муниципалитет, неважно, частный дом строить, подойди, скажи, очистной, да вот Титевич. А вот ос, да вот ти, я телефон, да, халгу. Особенно вдоль наших речек. По экологии вопрос очень серьезный. И каждый должен этим заниматься. Казаться и быть разные вещи. Лозунги, речевки оставьте себе. Оставьте их. Кто бы ни был, кем бы ни был. Не надо мне лозунгов, речевок, красиво говорить, красиво ходить. Идите, поругайтесь с кем-нибудь во благо земли этой. Также Махмуд Али Калиматов отметил улучшение здравоохранения в рамках федеральных программ. Если брать здравоохранение, 2 миллиарда 200 миллионов поступило на медицинское оборудование. И в этой части, я думаю, что у нас в части медицины многое не сделано, у нас есть проблемы, но вот по здравоохранению могу сказать, что мы, в общем, очень много сделали и будем делать. Сегодняшний день у нас проектирование идет объединенной больницы на 450 коек. Президент, который поручение дал, оно сейчас претворяется реально в жизнь. 250 посещений в сутки, поликлиника, и 450 коек. Это миллиарды денег, и нам это выделили. Но сегодня мы уже проектируем эту ситуацию, и у нас начали мы это делать. Потому что у нас сегодня большие проблемы в больницах, да, и депутаты, и жители говорят. Но у нас наследство остались, районные больницы, которые созданием республики, они у нас стали республиканскими, городскими, районными. Но это, если мы помним, что это районные больницы. И у нас большая беда, вот в основном там жалобы, там РКБ, да, там много проблем. Ну вот травматологическое отделение, оно у нас одно в РКБ. Представь себе, вот там Малгобеки, вот, Дятлых, неважно где, человека должны везти туда. И нам необходимо эту больницу объединенную и развивать медицинскую. Ну и вторая часть – это лекарства. А лекарства что? У нас нечистоплотные, я буду мягко говорить, хотя хочется другое сказать. Коммерсанты, так называемые, поставщики. Что только не придумать, чтобы не донести, чтобы мы не могли довести для людей лекарства. Коррумпированность, да. Но я обращаюсь и к правоохранительным органам, целым блоком, и специальным службам, оперативным, экономическим. Где уголовные дела? За 3 года ни одного. Уголовные дела есть. Обыски, заходы, изъятие документов. 100 раз изъяли. Результатов нет. Разваливаются дела. А я вам скажу, как знающий в этой области, что это такое. Возбуждено 200 уголовных дел, 300, а в суд пошло 15. Из них, может, 3 прошло. Что это такое? Это преступники не боятся власти. Дискредитация идет власти. Это в целом, я вам скажу, во всех областях экономики нашей.
В рамках национальных программ в регионе решается и проблема с водоснабжением. Мы завершили строительство водопроводов протяженностью 22 километра, 10 артезианских скважин и 3 насосных станции. В настоящее время ведется у нас строительство Альтиевского водозабора, сдача эксплуатации, 24 год. Вот чтобы нам воду нормально проложить, потому что воду прокладывали 3 раза в республике. Хищение. Не знаю ни одного человека, кто отбывает наказание за это. Не знаю общественное порицание этому человеку. Ну, глава хихада. Глава хихада. Но я стараюсь. Машины самовывозом послали в Ярославль, оттуда насосы, находили деньги, привозили их, устанавливали. Но когда приходишь на это хозяйство, вот здесь вот Альтиев забыл, там, вот знаете, заходишь, брошенная такое ферма бывает, деревни, бурьян, мурьян, там заходишь, и там мы ставим насосы, крыши нет, там течет, здесь течет. Просто-напросто это вода для людей. Воду оттуда подают людям, а нам плевать. Мы только, что мне выгодно, будем делать. А мне выгодно вот так сделать, так сделать. Поэтому на воду, да, 7,5 миллиардов и 700 на проектирование. Мы-то сейчас следим, ни копейки не уйдет. Надеюсь. А если узнаю, надеюсь, правоохранители будут этим заниматься. Еще один вопрос, который нельзя обойти, это реанимирование простаивающих объектов. Есть много примеров, когда построили завод или фабрику, торжественно открыли объект, но дальше громких слов население ничего так и не увидело. В их число входит комбинат детского питания, картонажная фабрика, завод по производству сверхярких диодов, доломитовой муки, а также полиграф-комбинат. До недавнего времени в этом списке были швейная фабрика и завод ДЭО, которые заработали пару лет назад. Картонажная фабрика. То же самое, судимся, 2 года уже, за нашу собственность. Я к чему это говорю? Вот там уволенного, обоснованно лица с больницы, со школы, все на защиту встают. А то, что имущество миллиардами стоит, никого не волнует. Это я к экономическому блоку, правоохранителям. Так дело не пойдет. Типа это гражданско-правовые отношения, арбитраж, идите, судитесь. Слушайте, предприятие, швейная фабрика, она же тоже стояла. Уже хотели рынок сделать. А ДЭО, который сейчас обувная, тоже хотели. Я равнодушие такого просто не воспринимаю. Сегодня я поэтому и пришел. Сегодня я буду говорить то, что есть, что накопило, что я накопил за этот период. Пока каждый депутат, каждый работник администрации, правительства, глава района, города, района не задаст себе вопрос, что я сделал. Это не частная лавочка, это не ваш частный. Все знают, вот, автовокзал построили на бюджетные деньги, потом передали в аренду, все молчат. В аренду передали, потом как-то в собственности оказался, а теперь правительство аренду платит. Где органы? Где они? Где возмущение депутатов? Где возмущение общественных организаций, наших религиозных организаций? Айфаридокши. Ничего не делается, ничего. Картонажная фабрика, почему я это говорю? А десятки. Антенно-мачтовое предприятие и другие. Просто
стоит. Почему нет основания? Не потребляют ни одного киловатта света, ни одного грамма газа, ни одного грамма воды. 2 года на бюджет построены деньги, 500-700 миллионов. Сколько, Владимир Ильич? Где-то вот там. Ну и все, бюджет. А мы сегодня ищем, чтобы счет не арестовали в больнице или в школе поставщикам еды, горячего питания или что-то. 500 тысяч, 1 000 000 рублей. Мы ищем. В суд идут, решение суда, исполнительное производство, исполнительный лист, загоняют в долги. И ничего. Ну, прийти и сказать, вы представьте себе, создали комиссию, арендатор не пускает в здание. Я говорю, где правоохранительные органы? И знаете, только не я. Не я первый скажу, не я первый начну, я не буду делать. Слушайте, а кто будет делать? Откуда это появилось, что вот с неба будет падать, ничего не упадет. И не будет падать, если так продолжится. И я не позволю, пока я это могу что-то влиять на это, я не позволю это. Все эти вещи, они сами по себе. Я хочу, чтобы сегодня я буду говорить серьезные вещи. Хочу, чтобы вы их восприняли. И не позволено будет вот так вот дальше продолжаться. Разговоры надо уже прекратить. Картонные комбинаты. 2 месяца, говорит, привозили картон в соседней республике. Продавали как свой. А потом все, хотели размазать все. А потом приватизировать, как у нас принято. И все. Вдумайтесь. Сад-гигант только. АПК Сунжа. Я считал сам. Птицекомплекс. Картонные коробки покупает на 1 миллиард рублей. Была бы картонажная фабрика, этот миллиард оставался бы у нас в республике. А человек ничего не сделает, и судится, 2 года судится. Полиграфический комбинат, я тут высказывал там, 4А, там, бумаги делает. Взял киоск, там поставил, запустил туда, аренду берет с нашего помещения, ни копейки не платит. Сейчас в суд пошли, взял там 2 миллиона, что ли, скинул. И вот, ну, это, как юрист понимает, уловки такие. А там мошенничество, длящиеся преступления, уважаемые правоохранительные органы. Длящиеся. Одна из форм хищения, 159 статья. Длящиеся преступления. Они ничего не боятся. Поэтому каждый объект, знаете, у меня, я вам сегодня говорю, я пришел, почему рабочие, мы специальный парламент, почему рабочие, я вам буду все говорить. И штатсумер. Я не могу врать людям, а им врут. Деньги приходят на социальные нужды, что-то еще. Уже люди, уже говорят, там деньги приходят, пока тут, представляете, когда ковид был, там беда у нас, да, мы справимся с которой. Они говорят, давайте вот в это время, сейчас, пока никто тут, правоохранители, власть не увидит, мы тихоря тут это. Слушайте, вообще психика нарушена. У людей психика нарушена. Глава региона обратил внимание и на объекты МСП. Их число за последнее время заметно прибавилось. Но, как считает руководитель региона, власть утратила доверие граждан, которое нужно вернуть. По малому и среднему предпринимательству. Особое внимание я правительству уделил, потому что у нас предприимчивые люди, у нас хорошие люди. Но они разочаровались, они доверие к власти потеряли. Я с первых дней говорю, вернем давайте это доверие. Давайте вернем доверие людей.
Малый и средний бизнес. У нас есть инкубатор, бизнес там специально созданный, федеральный, там где-то до 20 больше миллионов. Человек туда приходит, и они должны ему заявление как написать, оформить как ему кредит, как ему пакет документов, устав даже написать. Обязаны. Они просто асунер халой, аздалудда, хадядда и все. И один пример, я его как-то приводил, они опыт проехали, Южную Корею принимать еще. На эти деньги. А у нас оказалось, что могут люди работать. У нас на сегодняшний день 5000, ну, плюс-минус там сейчас может быть, малых предприятий средних. И мы в 2021 году в налог получили 1 миллиард рублей. Бюджет. Налогов, только от них. Потому что человек приходит, в голове говорит, дай мне 5 на 5 землю. Потом приходит энергетик, говорит, дай мне, пожалуйста, там счетчик поставь, я буду платить. Воду положите, пожалуйста, и я вот здесь поставлю модуль какой-нибудь и буду торговать. Ну, если где можно, где разрешено, где не нарушается ни экология, ничего, нарушается, закон не нарушается. Нет. Глава говорит, нет, у меня там хорошие идеи дал, у меня там родственник есть, я ему отдам его. Или отдал уже. И Муниципалитет говорит, ты мне там деньги отдай, а я тебе, может быть, и проведу. Ему безвыходность такая. И он что делает? Самовольно захватывает 5 на 5 метров, самовольно подсоединяется, самовольно проводит и не платит ничего. Так вот, мы с тени их вытащили. С тени доверия. Мы сказали, мы не будем и не позволим вас обирать. В буквальном смысле. Я не говорю, что все получилось. Но если факт есть, до меня он дошел, или до правительства, мы туда вмешиваемся. Не хватит земли на всех родственников. Электроэнергии не хватит. Надо прекратить это. Поэтому сегодня можно сказать, что мы малый и средний бизнес поддерживаем, он у нас развивается и будет развиваться. И будет развиваться. Поэтому и парламенту, и главам, и правительству всемерно поддерживать. Федеральным структурам справедливо относиться к тем или иным вещам, которые у нас происходят в малом и среднем бизнесе. Мы, если не создадим благоприятные условия для них, то у нас не будет пополнения бюджета. Ну, завтра, если скажут, я вам скажу, в целом, я сумму потом вам скажу, в целом мы вне бюджета все выплаты получаем 100 миллиардов. 100 миллиардов? Это не считая там других ситуаций. 100 миллиардов. Махмуд Али Калиматов остановился и на вопросе наркомании. Проблема мирового масштаба глобальная для народа, и подход к ее решению должен быть соответствующим. Общественное порицание и принятие фактов – именно таким должно быть отношение к этому явлению, считает глава региона. Есть такие проблемы, которые они идут, тянутся там десятилетиями, а есть проблемы, которые сегодняшний день и общество не реагирует. Общество не реагирует. Первый вопрос – это наркотики. Наркотики. Где у меня мама живет, в Слепцовске. Вот там вот, около прудов, неделю уже вылавливают
людей, наркоманов, которые приходят за заплаткой. Я звонил Коробкину, думаю, МВД здесь, обратят еще внимание. Заполонили. Гонцы, я знаю, из Питера есть, Ярославля, откуда хочешь. То есть у нас благоприятная среда здесь. Благоприятная среда, потому что общество молчит, протестов нет. Глава Хейдац, да я знаю это. И сделать мне что? Я раздедизерцу, вождь, слушай, хосай Бог. А и общество я просил, и уже 4-й раз обращаюсь. Органы будут свое дело делать. Арестовывают. Плохо, хорошо, суд принимает решение. А общество где? Это одна первейших задач для депутатов. Разъяснять, пояснять, с людьми разговаривать, имамами. Не просто, почему мы, они молодежь убивают. Наших молодых поколений убивают они. А мы боимся их фамилию назвать. Я обращался, я же в камеру обращался, и сейчас обращаюсь. Все знают, где продается. Ну, в селе, в районе, в городе. Вон тот дом, этот дом. Правоохранители работают. Плохо, неплохо. Можно найти, докопаться. Найти ответственных. Ну, общество где? Сегодня можешь сказать там, уважаемый человек, ученый-исламист, что вот там правительство что-то там не делает. Да, слушай, правительствами, начальников знаешь сколько? И надзорников. И мы отвечаем за все. А вы обратитесь к людям. Айдаму Вотикович, вот этот дом продает наркотики. Я уже объяснял. Заходишь к нему, ты кушаешь хлеб, мясо, чай тебе налили. Он куплен, и чай, и хлеб, на деньги от продажи наркотиков. Почему, вот, уважаемые имамы, торхуш, царь халалцы, мяждик? Тишина. Тишина. И поэтому я вас прошу, обращаюсь к вам. Главам районов. Слушайте, вы давайте объясняйте. Объяснять. У нас очень сложная ситуация с этим. Если брать более 1600, по-моему, еще скрытая, латентная, скрытая преступность. Еще, наверное, 3 на наше население. Что мы хотим? Истребить молодежь? Скандалы устраивает. И вы знаете тоже, больницы освидетельства не дают. Хоронят, как будто бы он там от сердечного приступа. Айдалось, нахуй. Пока общество не проснется, пока не будем это говорить, не будет ничего. Просто отмолчаться не придется, не будет. И кто-то думает, что дом его это не придет, не зарекайтесь. Поверьте мне, я знаю по своей прошлой службе, не зарекайтесь. И в ваш дом, любой дом может прийти. Пока мы
обществу не скажет: вы негодяи, убийцы наших детей. Почему общество не возмущается? Вы думаете, вот так промолчим? Или другие промолчат? Не получится. ДТП, вы знаете, последствия этого. Семьи распадаются, вы знаете это. Количество увеличивается. Когда это видано было? Когда это видано было? Я помню, лет 20 назад там в магазине продавали водку. Вот плохая водка. Да, согласен. Ну кто тебе говорит, ее пей? Ну все, там чуть ли драться не ходили, митинги устраивали. Во главе, кстати, Диджи Алым Нахболыш. А сегодня почему они около этого дома не стоят? Или десятки домов, где наркотики продают? Почему? 100 человек, 200 человек, пацанов до 35 лет умирают. А ханбухучиш, да, хавелос, харвал. А что тогда? Знаете, еще раз говорю, беда в любой дом может прийти. Давайте одумаемся, давайте подготавливать общественное мнение. Пока оно не будет, мы не победим это зло. К этому надо отнестись. И надо говорить, я уже говорил, и главам особенно. Берите, берите, глава идет, пусть. Чего ж они собирались-то? Где надо, не надо, там собираются. Не мне оценивать это, я просто говорю. А почему они не соберутся? Он скажет: дом. Мычабыш. Жди же алымнах мыча. Махмуд Али Калиматов в заключительной части выступления затронул вопрос частичной мобилизации, объявленной президентом страны. Глава региона отметил, что, подписав документ о вхождении в состав России, ингушский народ обязал себя принимать участие во всех конфликтах страны. Представители Тейпов торжественно принесли присягу на верность России. Присутствовало более 800 человек. Обязывались служить России в мирное и военное время. Охраняли военно-грузинскую дорогу, это договор написано, обеспечивать свободный проход российской армии, выдавать заложников и так далее. Российская сторона обязывалась, написано, охранять территорию ингушей от внешних посягательств, а тогда, вы знаете, Кавказ, то историю немножко знает, там и османы, и арабы, и тому подобное. Этот договор сыграл важнейшую роль в нашем народе. И нам было в то время разрешено на низменность, на равнину переселиться с гор в то время. Своим появлением нынешний город Назрань обязан к договору. В этом месте находилась крепость российской армии. Вы это тоже знаете. Да? Крепость была, она была построена. И многие ингуши пошли на службу в российскую армию и героически сражались. Это точно. Мало того, каждый тейп, я вот цифру не помню, должен был 1 или 10 с конем, лошадь, оружие, грысыболыш, и он должен был в армию идти. Каждый год выделяли, вот тейп выделял, это было тоже в соглашениях, что должен выделять воина. Поэтому у нас, если вы посмотрите, только около 29 кавалеров Георгиев Крестов, да? У нас 5 генералов царской армии, у нас золотое оружие георгиевское 11 человек, 4 человека, это орден Святого Георгия 4-й степени. То есть у нас это оттуда началось. При этом наша численность была тогда около 50 тысяч человек. 50 тысяч. Но в разное время, как я сказал, было 5 генералов. Самыми высокими награждениями были. Ингуши служили в местных администрациях, даже в личной охране императора России, его величества.
По данным военного комиссара республики, в регионе около 40 тысяч резервистов. Около 15 тысяч из них подходят под условия частичной мобилизации для участия в военных действиях на Украине. Как Великую Отечественную войну, могу сказать, весь Запад, насколько я помню, по-моему, Швейцария не воевала против нас в Великую Отечественную войну. Ну, еще какая-то страна, не помню. По-моему, Сербия. Так вот, сегодня происходит в стране, и мы являемся участниками, конкретными участниками этого сегодняшнего события. Поэтому в стороне где-то там побудем здесь, а это пронесет, так не получится. Все равно мы победим. И я уверен в этом. Все это пройдет. Завтра придется отвечать. Где ты был тогда? Где ты был тогда, когда стране ты нужен был? В университет поступать, в МГУ, хоть в Владивосток, учиться, бизнесом заниматься, пожалуйста, тебе. Льготы у тебя есть, там, заслуженные льготы. Афганец, офицер, там, пенсионер, тоже тебе, пожалуйста, на всей стране. А тебе страна говорит, у меня сегодня беда. Фашисты пришли на границу. Фашисты пришли убивать. Никто не отсидится. И все думают, что это вот там где-то. Ничего подобного. Глава региона привел слова из Конституции республики, которые обязывают жителей региона служить стране, защищать ее границы. В нашей Конституции, статье 58 написано, пункт 1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, проживающего в Республике Ингушетия. 2. Гражданин Российской Федерации, проживающий в Республике Ингушетия, несет военную службу в соответствии с федеральным законом Российской Федерации, а в статье 7 записано, Конституция Республики Ингушетия имеет высшую юридическую силу в системе нормативно-правовых актов Республики Ингушетия, ее нормы прямого действия на всей территории Республики Ингушетия. Ну и там Уголовный кодекс 328 понятно, но хотел бы, чтобы вот части уголовного, там, да, там 2 года или год, штраф там, это на всю жизнь испорченное. Не только для себя, но и для детей и поколений. Все ведь по фамилии, никто не забудет. Я сказал уже, дал указание до 1 декабря, с муниципалитета, с правительства, с федеральных структур, предложение тоже было внесено. Ни одного молодого человека призывного возраста на работе мы не оставим. Я сказал, всех уволить, кто в армии не идет. Со справками, с лжедокументами. Служебную проверку будем проверять, если будет настаивать. Ни одного. Иди в армию, приходи, а потом не имеешь права ты на государственной службе без службы в рядах нашей армии. По закону. Вот и идите. А справки, которые надавали налево и направо, будем их проверять, которые под сомнение поставим. И вот сейчас 1 ноября у нас призыв, срочной службы я имею в виду. Я хотел бы здесь подчеркнуть, там вот мобилизация частичная и призыв – это разные вещи. Призывник не будет включен в список или направлен в мобилизационную территорию. Он просто должен прийти и служить в определенном месте свою срочную службу. Запрещено указом президента привлекать их, тех или иных. Вначале там были безобразия, были наказаны большие начальники за это. Поэтому надо четко разъяснять. Армия вот ЭНКВИ, волек армию. Год службу неси свою. Он в армии, его оттуда не заберут. Вот это тоже надо. Призыв срочной службы. А мобилизационные – это люди, которые у нас уже прошли службу, военно-учетную специальность имеют, и они могут быть мобилизованы, потому что они военнообязаны до определенных, там есть параметры у военкома. Поэтому
В этой части я хотел бы сказать, что будущее у этих людей, оно будет, и удивляться ведь потом не надо будет. Удивляться, почему парень великолепно обучился, хорошей характеристики жизни и все, а раз, и ему говорят: парень, а сюда тебя принимать нельзя, и туда тебе нельзя. А почему? А потому что, когда нужно было родине, твой отец или ты там, это я говорю, что есть в законе, и это будет сделано. Тогда вот вопрос возникает, вот эта Конституция, там же написано все, да? А зачем мы тогда создавали республику, Конституцию, если мы не выполняем свою же Конституцию? Она соответствует российской, основному закону России. Но мы, если не выполняем свою Конституцию, зачем мы тогда вот с таким усердием? Тогда они мудрые были, менее образованные, да, уважаемые люди, наверное. Они взяли, приняли решение. Мы сегодня очень образованы, по 2-3 образования, да и то высших еще. И все цивильные, все хорошо. Конституцию, сколько нервов, сколько беды было, создавая республику, принимая Конституцию, герб, флаг, все сделали. Зачем? Если сегодня беда страны, это беда, это наша. Что у осетин, что у ингушей, что башкиров, что у Татарстана, что Хабаровский край. Вот мы что тут, отдельные вейндизец? Ханадизец. Давай так, парламент санизвает. Ну, по Конституции, по парламент положено, давайте его уберем. Вон, садик метиклага, хастисти. Халудага, чуть ауш давай. Хамдизец. Слушайте, герб, флаг, государственность. Сейчас столетие будем праздновать, приближаясь. Да? Все есть. Сегодня я хотел бы, обращаясь, уважаемые депутаты, я хочу вам сказать, я вам сегодня говорю то, что я переосмысливаю и пропускаю через душу. Ногду сумс, сей ногдар яхастах. Дальше, дагмети гячонды. Мы все вот стали вот это. Я почему вам пример привел, как к нам относятся, да? Вот мы вдвоем с ним ходим по кабинету. И как мы? А с хамычах. Бог бичу, Бог бедищу, бедищу. Я что, кому-то что-то говорю, прошу что-то? А? Я просто говорю, исполняйте свои обязанности. Ну, тогда немножко это, лозунги, речевки бросьте. Камеи, воймох кияш. Мне уже оскомину набили эти слова. Такие люди иногда мне, я вижу, он предатель, он еще словами таким бросается. А зачем мне это нужно? Глава региона отметил роль президента России Владимира Путина в вопросе укрепления государства. После развала СССР он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие экономики, вернул России ее роль на международной арене. Пришел Владимир Владимирович Путин, президент. Я почувствовал, что я в органах работаю. Я почувствовал, что я могу достучаться и применить любую статью и негодяя отправить, куда ему положено. Самый просто развал шел страны. Это же мечта их была, они СССР развалили и думали, вот сейчас вот. Но пришел президент, и я вам даю слово. Если бы он не пришел, я в этом жил просто. Я не знаю, это 3,5 миллиона область. Ракеты, слава богу, сохранили. Завод «Прогресс» до сих пор. Космос, который летает, там тоже нет. И потом он сказал, нет, давайте-ка. И поддержка пошла. У следователей
в 90-х годах, не было бумаги на чем печатать. Мы старые зачеркивали, а с этой стороны печатали. Постановления, обвиниловки. Выделили деньги. Государство и государственные органы начали работать. Но он начал спрашивать. И сегодня продолжается его борьба внутри. Сколько этих предателей сбежало? Сколько? Но он очень твердый, целеустремленный, порядочный наш президент. А потом не понравилось, что мы не развалились. Вот мешает он. Вы представляете, что говорит, что президента надо, Болтон, по-моему, он говорит, да, его надо физически ликвидировать. Представляете? Президента страны, насколько ненавидят Россию. Почему? А потому что откуда олигархи? Как можно было? Вот Ходорковский, офис у него был. Все заводы в Самаре, все принадлежало там, ему и то по стране тоже. 15 миллиардов за 5 лет заработаете вы долларов. Так вот, он сказал, нельзя. Он сказал, нельзя. И вот он идет, и мы рядом с ним должны идти. Спорных вопросов по территории. И у нас 2000 еще в России. Но сегодня, я полагаю, у нас много жителей республики живут в Тюмени, в Москве, они имеют заводы, фабрики, фермы имеют. Кто-нибудь в Ярославле сказал ингушу или жителю Ингушетии, ты что тут границу перешел? Ты иди там. Но если мы сегодня хотим поднимать лозунгами, слушайте, всю процедуру юридически, я его изучил. Сегодня это вообще внутри страны, если меня спросить, может быть, вы будете недовольны и все, но это административно-хозяйственное деление субъектов, юридически я вам объясняю, для удобства ведения тех или иных вопросов. Слушайте, живут ингуши и в Тюмени, и в Ярославле, пожалуйста, купите землю, ферму. Кто это запрещает? В Осетии. Я не совру же. Домов 200 стоит. Идите живите. Нет, если есть орган, несправедливость, обращайтесь к главе, прокурору, власть. Там что же есть на территории там? Не хотим мы. Здесь легче. Поэтому все станет на свои места. Придет время. Всегда правда торжествует. Справедливость тоже. Но сегодня возьмите. Нельзя же врагами делать людей. Как можем врагами делать людей? Поехал ингуш, я читал где-то случайно. Кодми вагалус. Там Рамзан был, он поздоровался. Слушай, аш худуч, кодми вагасы. Дело, конечно, дичь. Причем это, представляете, настолько сидит лишь бы поговорить, лишь бы клеймо какое-то. А потом, где бы ни были бы, Ярославле, Твери, я не знаю, Дальний Восток, Калининград, и Нохчи, Галгай, Осетин, все вместе бизнес, все сидят вместе, все ходят, только здесь самые такие, оказывается. Беда? Беда, да. У нас просто зашли в один день, и 100 человек убили. Басаев, Абузейты, бурятские, да? Прям взяли и просто
расстреливали. Настоящих мужиков. Министр, исполняющий обязанности, один, второй был, офицеры, просто люди. Зашли, накрыли, а проводниками наши ингуши взорвали МВД. Столько погибло, у нас сегодня около 500 вдов. Марло отошли, а у матери нет сына, отца, у детей нет отца, да, около 600 у нас семей. Брать, если прокуратуру, 6 человек, там 13 ФСБ, приставы 9. Но мы стараемся, мы саглу, помогать, думается. Погиб. Беда у нас это? Беда. А я хочу сказать этим великим людям, которые а почему они не вышли тогда? Они сказали: Басаев, Хавеловос, Хумалов, Хавин, я Галга Кипинах Буаби, Хаиш Уркаш, Хагулия. Хоть один митинг устроили, протест какой-то. Слушайте, вы что делаете? Хакебяка, пришли сюда, поубивали просто и женщин, детей, вон, и офицеров, настоящих мужиков, и потихоньку ушел. И жил тут недалеко, и другие бандюги жили. Кто-нибудь вышел, сидели тепло дома. А я был 2004-2007 год прокурором. Я это видел. Мне это приходилось выезжать на место происшествия. И я выезжал в любое время. Это не достоинство, просто я обязан был, как должностное лицо. Но я не видел. Кто-то возмущался. Где эти, которые сейчас говорят что-то? Передо мной у них нет авторитета. Потому что они должны были спросить. И все знали, сколько погибло молодежи. Моего брата многие знают. Его что, китайцы убили? Офицер, ФСБ, справедливость. Все, кто его знал, знают. Нет, взяли, подъехали, убили. 38 лет. Как я должен относиться к ним? А кто-нибудь вышел, камялжем дуц. Камялжем. Ажелережем. Да. Вдох не сделаешь. Да, лярха он хакач. Хоусунс. Но сегодня таких же молодых, сколько они убитые, об этом молчат. А я хочу, чтобы кто-то сказал. Или тогда бы вышли бы. Вышли бы и сказали: что ж вы делаете? Фулидокши. А за кусок земли убьют друг друга. На дороге перегнал, подерутся. А когда тебе сотни здоровых людей, жителей, расстреляли, которые работали, и все тихонько сели дома. Ничего нет. Да, конечно, а потом доблестная наша, в хорошем понимании, армия, федеральные службы, МВД начали наводить порядок. Но не мы, не общество. Не общество. Не было ни одного митинга, протеста, плаката, бандиты, остановитесь. Кто-нибудь видел? Да, где-то вот органы там, может, информация не доработала или что-то еще. Получалось там, может, невинные попадали под горячую руку. Ну, они-то приехали, бросили семьи свои, погибали. Сколько здесь ребят погибло? 60 человек, вот мемориал у них. Из них местных 12 человек. Остальные приехали. Мы их горе матерей не видим, детей не видим. А приехали ребята,
потому что общество молчало. Поэтому сегодня, когда мы говорим, беда у нас была, она есть, мы по сей день помним. А вот кошмар, да? Туда я поехал, сейчас наводим там порядок, 30-летие. Дарик оздавается. Но сегодня мы должны нести тепло, улучшить отношения с соседями. Ну, фашисты 27 лет, 27 миллионов уложили. Сегодня опять фашисты. Но я говорю к тому, что мы должны сегодня взаимодействовать. Почему? Я скажу. Возьмем Осетию. Мы же люди, я латиш, нахмаливый. Бош барыш, да, халамди. Бети, керест вале, молох вале. В школе я был на второй день там. Я просто приехал 30-го, назначили меня, а я на второй день. Фридинский еще был. Я дышать там не мог тоже. Я не мог там дышать, видя вот этих, что они сделали с этими детьми, что с этими женщинами. Да, мы тоже можем сказать. Да, мы знаем. Но я, как человек, вам говорю, горе это у них. Горе. В Чечне. Там просто горе, горе, горе. Сколько там погибло, сколько там пропало, сколько там всего творилось. Горе в Чечне. Горе. Нашелся же один. Кадыров, Ахмад Хаджи, да? Жил, он сказал, неправильно это. Так не должно быть. Вы нам новые течения, вы нам тут рассказываете, а полностью наши обычаи и традиции вообще за людей нас не считаете. Он восстал. Они жестоко его убили. Взорвать, делиться хотели. Кадыров. Взорвали? А он что хотел? Он просто говорит, слушайте, давайте прекратите убивать. Прекратите. Поэтому горе там, горе. А кто-нибудь из вас задумал, сколько там погибло солдат, офицеров, мирных жителей? Кто-нибудь задумывался? Мы же своих только помним. Мызылбентич, русские, армяне, евреи, там много чего было. Тяжелее всех Рамзану Ахмадовичу. Я вам честно говорю, полностью снесена республика. Он, конечно, неудобен. Да, конечно, где-то ему приходится ломать через колено. Но он созидатель, он старается, построил школы, больницы. Понимаете? Придет время, они будут ему кланяться. Сегодня у них какая-то. А сегодня все равно большинство его поддерживает. Большинство его поддерживают. Они вокруг своего руководителя собрались и делают. Ну вот, который хочет поболтать, он где-то там, за границей сидит, ля-ля, тра-ля-ля, в сетях, еще что-нибудь. Поэтому беда у нас, беда в Осетии, беда, ну так получилось. А как отнестись к Буденновску, Норд-Орцу в Москве, Волгодонску? Беда-то была. А кто ее остановил? В основном специальные службы. И военные. И мы их не остановили бы. Они готовы были, чтобы мы друг друга убивали до конца. Остановили. И сегодня я вам перед этим, почему я изначально вам сказал, экономику, социальный объект, то, что делает государство сегодня. Но оно нам говорит, не приватизируйте беду. Подчеркиваю, нельзя приватизировать беду. Мне больно, многим больно. В Ингушетии. В Осетии тоже больно. И в Чечне больно. Но приватизировать беду нельзя. Нельзя говорить, что
надо просто-напросто рядом будешь. Найти соприкосновение точки и отношения налаживать и с нашими соседями. Посмотрите, ну, все везде же бываете. Вон в Москве сейчас, зайдешь, вон, стол, говорит, ну, кавказцы сидят, там, говорит, хава, говорю, да, я заезжал, все сидят, и дагестанцы, чеченцы, осетины, все сидят вместе. А сюда приедут, говорят, камял жмадут. Лучше ингушом, солдика халмырет, я ас. Солдика шо вас, я не лучше вас. Но лучше меня не надо казаться, я ингуш. Бусу, солдика бусу вас бегет. Quando as crime de tabat son joklu der someg. А сей жоклу душа. Да, хаич. Но сегодня сказал, давай хадидиес, дер хадидиес, фудидиес, хумылу, фудят. Болтнул проблемы. Зачем? Дождь, хуан жоплу дуаш, дождь алишат. Сухатич. Мужчина не должен ни одно слово, вот что у него вышло, если он за это не отвечает. Меня жизнь так учили. Я вырос так. И жизнь живу так. И вот меня не вырвите слово, которое я ответ не дам. Поэтому сегодня я еще призываю к тому, чтобы мы сегодня нашли пути решения. Мы с представителями парламента говорили, создали группу, чтобы поехать надо и к осетинам, поехать надо к чеченцам, поехать надо парламентско-правительственное, сесть и сказать, как нам наладить жизнь. Сегодня, когда весь мир горит, видите, ну кто мне сейчас скажет, я не знаю, что будет. Там уже они там это, то тактическое, то стратегическое яхаш бабария, на выбор уже, атомное оружие яхаш. И в это время я вам не зря сказал, президент, когда пришел, так, дал дацу отвечь. Да вот тут Борис. Дети, я на Багдаде. Борис, ну, цуяхрак хадувы. Сегодня злобу нельзя в поколение наше вкладывать. Давайте хоть внуков спасем. У каждого здесь боль есть. Она никогда не забудется. Мы все помним. Я считал и считаю, что сегодня и парламент, и депутаты, каждый житель, как хотите говорить, надо налаживать отношения с соседями. И с осетинами, и с чеченцами, и дагестанцами, и дальше хоть куда. Почему? Мы одно государство, Россия. Граница у нас государственная граница Российской Федерации. Вот это да. Махмуд Али Калиматов добавил, что сотни солдат и офицеров, представителей Ингушетии, с доблестью отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции. К сожалению, не обошлось без потерь, но несмотря на это, боевой дух защитников не сломлен, и они продолжают нести службу. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибших и отметил, что руководство региона оказывало и продолжит оказывать помощь и поддержку защитникам и их семьям. Это всегда было почетным для ингушей. Служба в армии. Потому что у нас сегодня в российской армии ингушей по национальности более 300 офицеров. Если посчитать рядовой сержантский состав, там и 1000 будет. Да? Кроме того, еще 1002 у нас в Росгвардии и других окнах. Да? В заключении глава региона призвал сплотиться против врага. За спиной Украины Махмуд Али Калиматов видит блок НАТО, который вплотную подошел к границам России. Сегодня я хочу, чтобы мы сплотились перед этой бедой. Не пафосно скажу вам, неплохо знаю историю. Поляки в 612 году в Кремле сидели, Польшу забрали. В 12-м пришел француз, в Париж пришли, мы там повеселились. Немец пришел, в Берлине флаг повесил. Никогда Россия не стояла на коленях, всегда преклоняет одно колено. Перед флагом, перед отчизной, перед героями. Поэтому если мы сплотимся, как президент наш говорит,
у нас все будет нормально. И нациков мы победим. И еще там будет процветающая Украина в будущем. Только без нациков. И без НАТО. Баркалович. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.